Ну ты говори что-нибудь. Что говорить-то? Ну что-нибудь скажи. Hello. Ярославский диверсант представляет. Out the house with my swagger, hop in there with Joe. I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties know nothing but clothes. No stopping at my Pirellis. Нам удалось взять интервью у Лепилина Виталия, организатора серии «Русская зима» и российской футбольной лиги. Видимо, есть у нас какие-то плюсы в организации, и людям нравится к нам приезжать, поэтому к нам приезжают со всех регионов абсолютно. То есть со всех концов нашей Родины. Есть команды из Камчатки, из Сахалина, с Норильска, с Архангельска, с юга России, отовсюду абсолютно. Начиналось все с 10 команд 2,5 года назад. Была задумка новичкам, людям, которые играют в лесу, дать возможность попробовать, что такое спорт, дабы они развивались и добивались результатов на спортивных соревнованиях. Сначала было 10 команд, как уже упомянул, да, но с каждым этапом команд становилось больше, и уже во втором году мы дивизион забивали полностью, да, вплоть до лимитов 24 команды. Я могу сказать то, что те, кто начинал 2,5 года назад в новичках, сейчас уже играют в высших дивизионах спортивного пейнтбола. И те, кто сейчас даже играет в новичковых лигах, да, в ОПЛ старте, далеко не всех уже можно назвать новичками, потому что опыт, который они получают от турнира к турниру, он огромен, они тренируются, есть серьезный подход к делу, и поэтому результаты блестящие, замечательный рост и прогресс очень быстрый. Зима у нас, к сожалению, короткая, и за это время нужно многим успеть подготовиться. Так как у нас в итоге на протяжении года ОПЛ Старт и Лиги RXL имеют 7 этапов, хотелось сделать так, чтобы команды плавно переходили с подготовительного, так сказать, этапа русской зимы, собственно говоря, в основные серии, которые дают им возможность выйти в финал Кубка России и побороться за награду. Здесь в Русском легионе проходят отборочные этапы по центральной зоне. Это Москва, Московская область. По всем регионам России у нас точно так же есть представительство, точно так же проходят этапы в Центральном федеральном округе, в Поволжье, на Урале, Дальний Восток, собственно говоря, охвачены все страны. Команды играют каждый в своем округе, а зарабатывают рейтинговые очки. По итогам отборочных этапов в округах, федеральных округах, 3 первых места в итоговом рейтинге получают право попасть на финал Кубка России сюда, в Москву. Приезжают и борются за награду. Играет 4 дивизиона. 4-й это как раз и есть ОПЛ Старт, открытая пейнтбольная лига Старт, новичковая. А также 3-й, 2-й и 1-й дивизион, которые играют в дисциплине X-Ball. Ну, сюрпризы, собственно говоря, наверное, да, будут. Вопрос другой, то, что мы ко многим вещам подходим с той точки зрения, что мы будем редактировать правила для того, чтобы было более адекватное ростерный состав, да, состав команд, чтобы... Что такое игроки... ростеры? Ростеры – это список игроков на один этап, либо на весь турнир. Чтобы в командах, которые находятся в начале своей карьеры спортивной, не играли проигроки, тем самым не мешая, да, и не отбивая желания. То есть это не нужно. В общем, будут усовершенствования по правилам, будут добавления, исправления, корректировки, потому что пейнтбол развивается, да, правила должны развиваться вместе с ним. Команд на прошедшем финале Кубка России 2010 было более 60. Я думаю, это отличный результат. Мы стараемся, надеемся, что людям это интересно. Они получают не только наслаждение своей игры, но и некое самоудовлетворение, добиваясь наград и получая, собственно говоря, звания и регалии. Push the tempo, 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 push the tempo.
push the tempo, push the tempo, push the tempo up, match the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo up, match the tempo, push the tempo up, match the tempo, push the tempo up, match the tempo, push the tempo.